Всем привет! Изучая падежи существительного, мы прошли личные местоимения «я», «мы», «ты», а также вопросительные местоимения «кто», «откуда», «где», «куда». Сегодня мы рассмотрим оставшиеся 5 видов местоимений. Указательные местоимения «бул», «мнау» являются синонимами и указывают на предмет вблизи говорящего. В предложении могут быть подлежащим, «Бұл қыз», «мынау қыз» – это девочка. Или определением. «Бұл қыз жақсы» – это девочка хорошая. Во втором случае, когда местоимения «бұл», «мынау» являются определениями, они могут заменяться на «осы», «мына». Сол, она, анау, то, та, тот. Указательное местоимение «анау» употребляется при указании на лицо или предмет, находящийся вдали от говорящего. И если в предложении является определением, то может заменяться на сол, она. Анау қыз, та девочка. Указательные местоимения могут принимать форму множественного числа. Но в форме множественного числа местоимения употребляются только функции подлежащего. Например, аналар, жана, үйлер, то новые дома. Но функция определения будет ана, үйлер, жана, те дома новые. Мне, вот, эне, эне, энеки, сонау, вон тот, вон та. Указательные местоимения склоняются по падежам и приобретают своеобразные формы, которые нужно запомнить. Рассмотрим примеры. Будан киен после этого. Бұл исходный падеж будан. Бунда менің кітабым жоқ. Здесь моей книги нет. Бұл местный падеж бунда. Бұл студенттер. Бұлардың сабақтары қиын. Это студенты. Их уроки трудные. Бөлмеде шкаф бар. Содан бір кітап ал. В комнате есть шкаф. Из него возьми одну книгу. Возвратные местоимения запомнить несложно. Достаточно выучить одно слово «öz» – «свой». Все остальные местоимения образуются так же, как если бы вы добавляли к существительным притяжательные окончания. Возвратные местоимения в именительном падеже. Özüm, özün, özünüz, özü, özümüz, özdерін, öздеріңіз, öздері. Рассмотрим примеры. Балалар өз аулаларында ойнап жүр. Дети в своих дворах играют в данный момент. Үйді өзім тұрғыздым. Дом сам построил. Өзіне тау табиғаты ұнады ма? Самому природа гор понравилась? Ол өзінің достарын көрмеді. Он своих друзей не увидел. Өздеріңізді жауап кіл бойынша тексеріңіздер. Проверьте себя по ключу ответов. Определительные местоимения склоняются по падежам, кроме әрқайда. Местоимения бәрі, барлық, әрқайсысы склоняются как существительные с притяжательными окончаниями третьего лица. Бәрі, барлық, бүкіл, барша, все. Әрбір, каждый, әрқайда, везде, әрқалай, по-разному, әркім, каждый, әрқашан, әрдайым, всегда, әрқайсысы, каждый из них. Рассмотрим примеры. Бәріне ко всем. Барлығынан от всех. Әр адам, каждый человек. Әр сабақта
на каждом уроке, әркіммен бірге, вместе со всеми, әркімнен алма алдым, от каждого яблоко взял, әрбір бала сурет салады, каждый ребенок рисует, әрқашанда қазақ тілін ұнатамын, всегда казахский язык нравится. Неопределенные местоимения. Біреу, некто, кто-то, әлдеқандай, какой-то, әлдеқашан, когда-то, біраз, немного, бірдеме, нечто, что-то, әлдеқайда, где-то, куда-то, бірнеше, несколько, кейбір, некоторый. Все местоимения, кроме кей, спрягаются как обычные существительные. Аялдамада бірнеше адам көлік күтіп тұр. На остановке несколько человек транспорт ждут. Отрицательные местоимения легко запомнить, если обратить внимание, что почти все они начинаются с отрицания еш, ни. Ештене, дәнене, ешнәрсе, ничто. Ешкім, никто. Ешқандай, никакой. Ешбір, ни один. Ешқайда, никуда. Ешқашан, никогда. Ешқалай, никак. Ешкімге, никому. Ешқандайдан, ни от какого. Мен енді ешқайда бармаймын. Я теперь никуда не пойду. Үстелде ешнәрсе жоқ. На столе ничего нет. Сен, саяжайда, ештене істемедің бе? Ты на даче ничего не делал? Ол, қазақша, ешбір, өлең, білмейді. Он на казахском ни одно стихотворение не знает. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и увидимся в одном из следующих уроков.